Да, давайте. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена одному из республиканских мероприятий, а именно Республиканскому фестивалю педагогического мастерства «Молодые молодым». Данное мероприятие является традиционным для проекта «Молодые педагоги», который реализуется на территории Республики Коми. И в 2020 году фестиваль пройдет 26-27 марта 2020 года. Организаторами фестиваля выступают Комреспубликанский институт развития образования, Ассоциация общеобразовательных учреждений и педагогов Республики Коми, а также Комреспубликанская организация профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации. Фестиваль включает в себя две части. Первая часть фестивальная, вторая часть конкурсная. В фестивальной части, которая на настоящий момент еще прорабатывается оргкомитетом, включаются лектории, выставки, марафон мастер-классов победителей профессиональных конкурсов 2019 года и ряд других мероприятий. Уже к концу февраля программа фестивальной части данного мероприятия будет сформирована и представлена на сайте института и на сайте министерства. Вторая часть фестиваля является конкурсной и предполагает в 2020 году проведение педагогических состязаний среди команд, школьных команд, которые составляют молодые педагоги и их наставники. И сегодняшнее свое выступление мне хотелось бы посвятить именно разъяснениям по конкурсной части данного фестиваля, по разъяснению тех мероприятий, которые у нас будут проведены. Вы видите, что здесь представлен календарь конкурсной части фестиваля, начиная с сегодняшнего дня вплоть до 1 марта включительно 2020 года. Ожидается регистрация участников, которую можно осуществить по ссылке, заполнив соответствующую Google форму. Далее, заочный тур проводится со 2 по 14 марта 2020 года, и материалы заочного тура направляются участниками на электронный адрес оргкомитета проект m@bk.ru. Ну а сам очный тур конкурсной части фестиваля состоится на самом фестивале, то есть 26-27 марта 2020 года. Фестиваль пройдет в городе Сыктывкаре на площадках КРИРО и других образовательных организаций. Что представляет собой конкурсная часть фестиваля? Заочный тур конкурсной части фестиваля предполагает представление и презентацию так называемого партнерского проекта. На очном туре предполагаются такие мероприятия, как проведение открытой презентационной площадки педагогических идей и мастер-классов. Остановлюсь несколько на каждом из этих туров и расскажу о каждом из заданий. Если говорить о партнерском проекте, то главная его цель – это демонстрация молодым педагогам и его наставникам какой-то определенной педагогической идеи, совместной профессиональной позиции по проблемам образования. Формат представления в данном случае партнерского проекта заключается в демонстрации определенных идей, видений, взглядов в форме тезисов, в которых и излагается данный проект. Тезисы совместного проекта должны отражать цели проекта или идеи, средства их достижения, функции каждого участника команды, то есть и молодого педагога, и наставника, ожидаемые результаты, ну и иная информация, которую, как посчитают участники команды, важной, могут включить ее в описание данного непосредственно проекта. После того, как данный документ будет готов, он направляется по указанному непосредственно адресу, электронному адресу. Еще раз напомню, это project m@bk.ru со 2 по 14 марта. И мы в этот период будем ожидать материалы конкурсантов
И, соответственно, после этого, после 14 марта, будет организована экспертиза. В очный тур мы планируем допустить до 10 команд, то есть 20 человек в среднем, для того, чтобы они приняли участие в следующих конкурсных испытаниях. Открытая презентационная площадка педагогических идей фактически перекликается с тем проектом, который будет разработан и представлен командой молодого педагога и наставника. Именно презентация данного проекта и ляжет в основу непосредственно участия в этом конкурсе. Демонстрация педагогических идей, инноваций и личностного потенциала участников – вот те цели, которые преследуют, в общем-то, данное конкурсное испытание. Ну а дальше каждый из участников команды непосредственно представляет мастер-класс. Причем хочется обратить внимание на то, что и молодой педагог, и наставник показывают мастер-классы самостоятельно. Нужно отметить, что на основании проведенных конкурсных испытаний будет определяться командный рейтинг, и команды, занявшие в рейтинге с 1 по 3 места, будут объявлены победителями и призерами. И каждый из участников получит соответствующее свидетельство о том, что он является победителем или призером. Все же другие участники в обязательном порядке получат сертификаты участников республиканского конкурса. Все информационное сопровождение фестиваля, в том числе и конкурсной части, осуществляется на сайте Коми Республиканского института развития образования, в частности в разделе «Проекты», проект «Молодые педагоги». И в части, где у нас указан Республиканский фестиваль педагогического мастерства «Молодые молодым», будут размещены информационные материалы, а также иные документы, которые необходимы для участия в этом мероприятии. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что наш фестиваль является в данном случае многогранным проектом, и частью мероприятий будут как раз именно конкурсные мероприятия. Полная программа фестиваля, она появится уже ближе непосредственно к марту, где мы непосредственно выстроим и конкурсную часть, и фестивальную часть непосредственно совместно. При возникновении всех вопросов, связанных с участием в фестивале, связанных с подготовкой непосредственно молодых педагогов и их наставников к конкурсным испытаниям, вы можете обращаться в Центр научно-методического сопровождения программы проекта в области образования, и здесь есть непосредственно выходные данные. Телефон института 28 60 11, в городе Сыктывкаре, код города Сыктывкара 8212, внутренний 339, либо 312. На этом мы заканчиваем нашу встречу, и еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что мы обсудили с вами сегодня лишь конкурсную часть фестиваля, Республиканского фестиваля педагогического мастерства «Молодые молодым». Мы ждем участников из всех муниципальных образований Республики Коми и желаем им